Елена Юрьевна, здравствуйте. Ну, можно ли говорить о том, что переговоры между Белградом и Приштиной в конец провалились, и евроинтеграция Сербии сейчас находится под большим вопросом или вовсе отменяется, или не все еще потеряно? Смотря для кого не все потеряно. И для Европы, для албанцев, и для сербов вопрос стоит для всех по-разному. Дело в том, что нынешняя власть, она не так давно, она только в мае месяце прошлого года пришла к власти вот эта партия, это новая, совершенно новая вся структура. А вот предыдущие сдавали Косово по всем правилам, но не подписали ни одного соглашения. Договорились обо всем, но письменно ничего не подтвердили. И у новой власти был шанс, когда начался снова переговорный процесс, не подписывать эти документы, не уступать. Сербия шла на уступки до такой степени, что уже над ними даже албанцы смеялись. Руководитель переговорного процесса от албанцев Хашим Тачи говорил, это сербам нужна дату вступления в Европу, вот пусть они идут на уступки. Албанская сторона не уступала ни одной пяди вообще по всем вопросам. Они говорили, что мы опираемся на свою конституцию. В общем, это конституция непризнанного края. Сербия готова была конституцию свою изменить, готова была обсуждать даже место Косово в Генеральной Ассамблее. То есть она пошла на такие огромные уступки, что уже вся страна была возмущена. Нужно было вчера сделать последний шаг, сесть за стол переговоров и подписать все, о чем договорились. Причем на условиях албанцев и на условиях Евросоюза. И руководство страны, и вся переговорная команда оказалась перед очень сложной проблемой. И очень хочется в Европу, и не хочется унижаться перед албанцами. Потому что и перед албанцами, и перед Европой фактически это действительно было унижение. И мне кажется, когда они сказали «нет», они поставили запятую. Потому что после этого серьезного «нет», о котором сегодня все говорят, стоит еще дальше текст, где предлагается продолжить переговорный процесс. Это значит, уступки возможны. Речь идет о формулировках, и речь идет о том, как преподнести вот это поражение. Отказаться полностью от европути они не хотят. И поэтому им раньше немножко нужно было заняться вот этим процессом анализа того, что они теряют и что приобретают. Ну, то есть, по сути, зеленый свет для включения Сербии в Евросоюз временно погас, и сейчас мы наблюдаем желтый мигающий. Вы знаете, что самое-то главное, не было зеленого света. И ведь речь шла только о дате начала переговоров. Эта дата ничего не дает. Она только обещает. И аналитики, которые занимаются этими процессами, в частности, экономическими процессами европейского единства, они всегда говорили, что раньше 2021 года Сербии мечтать вообще о каких-то серьезных подвижках в этом вопросе не стоит. Поэтому шли на уступки за ничто. То есть, по сути, вот этим твердым «нет» Сербии удалось как-то сохранить свое лицо на международном. Пока да, если не пойдут на уступки. Но самое интересное, мне кажется, что не проанализирован вопрос, во всяком случае, с сербской стороны. Есть ли еще существуют ли шансы, на кого можно опираться в этом вопросе? Они абсолютно упустили возможность опираться на Организацию Объединенных Наций, резолюцию 1244. Вопрос перешел в сферу Европы, а там опираться не на что. А в Совете Безопасности, в Организации Объединенных Наций, конечно, может помочь и Россия, и Китай, которые поддерживают их позицию Белграда, и не поддерживают независимость Косово. И вот здесь, мне кажется, был просто очень плохой просчет последствий от тех шагов, которые во всем переговорном процессе руководство Сербии сейчас делало. Углубимся немножко в вопросы о том, что хочет Белград и что хочет Приштина. Главное условие Белграда – создание в Косово автономии с широкими полномочиями для сербских общин, со своими органами управления, полицией, своим судом. Скажите, на ваш взгляд, в чем проблема? Почему косовские албанцы не могут на это пойти? Вот им это не нравится. Ну, во-первых, уже очень давно, начиная с 1945 года, албанцы пытаются создать этнически чистый свой край, а сегодня уже этнически чистую страну.
Они что только не делали, чтобы количество сербов там уменьшилось. И там сегодня действительно очень мало. Это первое. Второе. Они живут не компактно. Они компактно живут на севере, сербы, но еще очень много анклавов сербских за колючей проволокой, но все-таки существуют, распределены по всему Косову. Это вот очень важный фактор. А другое. Они боятся, что повторится ситуация, как и с Косовом в составе Сербии. Если будет еще внутренняя автономия в составе Косово, она потребует отделения, как и Косово. И кто посмеет сказать, что этого сделать нельзя? И, поскольку прецедент уже есть, и тогда эти земли могут отойти к Сербии. Вот этого боятся. Хашим Тачи во время всего переговорного процесса заявляет: ни за что мы не позволим сербам создать никакого вида автономии, чтобы не повторить Республику Сербскую в Боснии и Герцеговине. Тем более они не позволят косовским сербам иметь свою регулярную армию или какие-то регулярные вооруженные части. Ну, хотя бы полицию. И полицию не хотят, и органы управления. Они сейчас существуют, органы управления. Ведь фактически у Белграда двойная позиция. С одной стороны, они говорят, что этот край в составе Сербии, то есть это наша территория. С другой стороны, они эту территорию сдают, а Косово считает себя независимой. Вот как в этой ситуации найти оптимальный вариант для сербов, которые там остаются? Я глубоко убеждена, что если они сдадут Косово, все сербы оттуда будут вынуждены уезжать. Потому что вот сейчас идет огромный процесс давления на все неалбанское население. Оно страдает, оно точно так же подвергается сейчас гонениям. И поэтому, мировое сообщество на это не обращает никакого внимания. Когда речь идет об албанцах, да, все вспоминают о правах национальных меньшинств. А когда речь идет о сербах внутри албанской территории, то тогда об этом никто говорить не хочет. Ну, бывшие титульные нации, поэтому как бы... У этой титульной, да, с одной стороны сербы титульная нация, а с другой стороны и албанцы имеют титульную нацию в Албании. Ну, поговорим немножко о роли НАТО в этом кризисе. Ну, собственно говоря, то, что прямое вмешательство НАТО привело к образованию такому, как Косово, независимое Косово, так скажем, в этом нет никаких сомнений. Какую роль НАТО играет сейчас? Ну, НАТО попыталась войти в систему международных отношений где-то в 1992 году, когда осталось ни с чем, когда Варшавский договор был распущен, а нужно было свое новое место найти. Они попытались как раз через Балканы, когда там начался кризис, войти в систему международных отношений и через Организацию Объединенных Наций попытаться участвовать в урегулировании кризиса. Но уже с 1994 года начались бомбежки сербских позиций, 94-й, 95-й, потом 99-й. То есть они совершенно четко встали на одну сторону вот во всем этом многонациональном конфликте на Балканах. И почему они так стремятся на Балканы? Здесь много причин. Потому что НАТО – это не самостоятельная организация, это инструмент в чьих-то руках. Но вот в этих руках и в НАТО как инструменте они заинтересованы в военной базе в Косово, Метохи Бонстил. Это огромнейшая военная база, которая располагает не только большой территорией, но и большими возможностями. А самое главное, что никто эту базу не контролирует в мире. Ни одна европейская организация, а ведь это в центре Европы, ни одна мировая организация, Организация Объединенных Наций. Там есть танкодромы, там есть закрытые тюрьмы, там есть закрытые госпитали, где, возможно, как раз и идет трансплантация органов и продажа органов и так далее. О чем много говорят. Вот да. Там никто этого не проверяет. Конечно, если это территория Косово в составе Сербии, значит, отчитываться за проделанное надо будет Белграду. А в этом случае, когда Косово станет независимым, и еще, значит, отчитываться не надо, база будет вечно натовская. Ну и кроме всего прочего, конечно, заинтересована НАТО прежде всего потому, в этой территории. Прекрасно мы понимаем, что это самый главный центр торговли наркотиками. Все наркотрафики проходят через Косово, идут дальше в Европу и в другие страны мира. И не только это, торговля людьми, торговля оружием. Значит, кто-то из тех, кто бомбит и бомбил, и кто сейчас охраняет эту территорию, я имею в виду натовцев, и тех, кто над ними, заинтересован, потому что имеют, видимо, от этого большие деньги.
Скажите, а как сегодня вообще выстраиваются отношения между косовскими сербами и вот, косовскими албанцами? Насколько там нервная обстановка на севере Косово? На севере Косово не очень нервная обстановка, там нет албанцев. А вот, допустим, там, где анклавы в других частях Косово, там, конечно, очень напряженная обстановка. Будущее их зависит от решения. Но еще самое неприятное то, что практически косовских сербов Белград не спрашивает. Решает за них их судьбу, а не спрашивает. Вот если сегодня, скажем так, это замешательство и остановка, которая в виде «нет» сегодня представлена Брюсселю, продолжится, вот тогда все-таки есть шанс, что и сербы из Косово, они каким-то образом включатся в решение своих собственных проблем. Без автономии, конечно, ни в коем случае допускать нельзя, они все просто будут вырезаны в Косове. И этот процесс продолжается очень давно, с 1945 года. Это не просто, это не сегодня началась эта проблема в Косове. И вообще на всех территориях, где большинство албанского населения. Это касается и Македонии, это касается и Черногории, это касается и Греции. Ну, еще, так скажем, это эхо той политики Муссолини, которую он проводил, создавая албанское государство на Балканах. Безусловно. Это совершенно верно, и албанцы мечтают создать такое же государство, какое они имели в 1941-1945 годах. Скажите, а на территории Косово ведь до сих пор идет раздел имущества, и существует вопрос о приватизации косовскими албанцами сербского имущества, и какие шаги для этого предпринимаются. Насколько мне известно, они готовы привлекать к этому вопросу американцев, предложив им контрольный пакет рудников в Косово, то есть такой вот экономический вопрос. Нет, дело в том, что действительно там есть определенные природные богатства, но я бы не сказала, что это очень большие богатства на самом деле. Это не основополагающие. Это не та территория, которая может, допустим, прокормить этими природными богатствами, скажем так, Европу или Америку или Россию. Нет, там есть, но это не то. Но важнее другое. Важнее, кто будет владеть вообще этой территорией. Вообще в целом, кто будет там находиться. Будет ли она независимой, будет ли она вторым албанским государством. А тут же поднимется Македония. Албанцы в Македонии уже готовы, они уже держатся за оружие. А тут же поднимутся юг Сербии, где большинство албанского и мусульманского населения в 3 общинах и в других регионах поднимутся, значит, будет создаваться одна большая албанская территория. Сначала это будет 3-4 маленьких государства, поддерживаемые Соединенными Штатами, а потом будет большая, великая Албания, карты которой продаются в Косове и Метохии на каждой заправке. Елена Юрьевна, большое спасибо.